Основной доход Шумхарбеку Мурзахматову приносит экспорт чернослива. В данное время он приводит в порядок место, где сушит сливу, вытаскивает сушеную сливу и кладет в печь новую партию. Сушканы домашний болуп эсептелет, заводской эмес, ар ким өз эле үйлөрүнө ушундай курушуп алган. Буга чейин Данная сушилка самодельная. Заводской сушилки нет ни у кого. Еще 10 лет назад вся слива лежала на земле. Мы отправляли в Россию сырую сливу. Ну а сейчас у всех дома есть самодельные сушилки, где все сушат сливу. Поэтому сейчас вы не найдете сливу на земле. Азыр эми элдер үйрөнүп калды ушундай бүт эле сушка кылышып, сушка сатышып. Жерде калбай калды да сушка. Эме кайналып. У Шумкара вместительность сушилки для чернослива составляет до 4 тонн. С двух сторон сушилки расположены печи, которые работают от электричества. Чернослив, который сушится и готовится тут, пригоден для экспорта. В этом году Шумкар уже успел продать около 10 тонн чернослива. Тажикстанга точный салмакты айтыш кыйын, бирок Я затрудняюсь сказать точный вес, но примерно в Таджикистан уходит около 1000 тонн в год. Каждый год цены разные. Но были, когда мы продавали по 130 сом за килограмм. В этом году мы продаем по 60 сом. Таджики, оказывается, перерабатывают чернослив, вытаскивают косточки и отправляют в Россию. На данный момент мы еще не можем отправлять чернослив прямо в Россию. Тажиктер ушундай кылып даярдашып жөнөтүшөт экен коробкалап. Сорттогондо балдар карагыла. Мына ошогон береке баш, биз береке баштап коебуз, мына эки баштуу болуп калгандарын кошпогула. Бул өтпөйт да. Жители села Джиргетал собираются дома у Аксакала Джуманазар. Они нашли клиента из Германии на сливу, которая выращена без всяких химикатов. Поэтому им нужно приготовить на этот раз от 15 до 18 тонн сливы. Алардын талабы боюнча мына кайналынын По требованиям клиентов, слива в среднем должна быть больше 3 сантиметров. Те, что меньше по размеру, они сортируют и оставляют. Они берут органический продукт. А это значит, что продукт выращен без всяких химикатов. Эта продукция не наносит вред здоровью человека. Если Россия покупает сливы по 12-13 сом за килограмм, то они покупают по 30 сом. Это более выгодно для народа. Традиционный, мисалы үчүн, Россия алып аткан кайналалар 12-13 сом болсо, а муну булар 30 сомдон алышат. Ошон үчүн азыр бул элге дагы аябай чоң пайда алып келет. Аксакал Джуманазар специально организовал кооператив для этого. Пока там являются членами 128 человек, и только члены кооператива могут собирать и продавать сливу. Чернослива занимаемся уже на протяжении 2 лет. Наш чернослив набирает популярность среди таких стран, как Германия, Голландия. В прошлом году мы закупили в Аксайском регионе 60 тонн. В этом году уже 6-я партия, 100 тонн уже закупили. Особенность структура, мясистость, этим и берет качество. В следующем году данная компания планирует купить 200 тонн сливы в Аксайском районе. Для этого местные жители должны следовать требованиям и стандартам инвестора и выращивать соответствующую стандарту сливу. На данное время в селе Джиргетал увеличилось количество садов со сливами. Былтыркы жылга 17-жылга Германияга 22 гана адам органикалык болуп өткөн эле да. В прошлом году 27 человек перешли на органическое выращивание сливы, а в этом году 730 человек перешли. Согласно сегодняшней информации, посреднические компании покупают небольшие по размеру сливы после сортировки и отправляют их в Голландию. Берут их, оказывается, в сушеном виде. Алат деген прогноз бар. Кургатылган түрүндө Голландия мамлекети алат деп атат азырынча. Слива, которую отправляют в Германию, должна быть органической, без добавления всяких химикатов. Инвесторы для этого приезжали летом, проверили и провели лабораторные исследования. После этого в селе было организовано 25 групп и были проведены семинары по органическому выращиванию сливы. Жай менен ошо документацияларын толтуруп,
Все лето мы заполняли документы, что сеять в органический сад, есть ли скотина, как сеять и использовать органические удобрения, что нельзя использовать минеральные удобрения, что по требованиям запрошено использовать китайские химические удобрения. Мы тоже хотим выйти на мировой рынок, и тем более, когда народ понял, что органический продукт можно сбывать по более высокой цене. Наше время собирать урожай. Фермеры также усердно собирают указанные килограммы. Килограммды беру үшін әрекет қылып іштешіп жатқан мезгіл. Шумкарбек Мырзахматов, который продал свой урожай в соседний Таджикистан, также смог продать 300 килограмм сливы для экспорта в Германию. Для этого его урожай прошел проверку. Индивидуальный предприниматель принялся сортировать свой урожай сливы. В данное время я продаю сливы предпринимателям из Германии. Туда мы отправляем крупные плоды, а мелкие сортируем тут. Они, оказывается, только берут сливы, выращенные органическим путем. 2 дня сортировали и собирали отборную сливу. Теперь будут грузить товар до глубокой ночи в грузовую машину. Слива, выращенная на воде в селе Аксы, теперь будут продаваться на рынке Германии. Для Шумкарбека Мырзахматова и его соотечественников, если с одной стороны это гордость, а с другой стороны это частно-прибыльный бизнес. Кубаныч Капаров начал свою работу – осеннюю обрезку деревьев. Эта работа очень важна для садовника, так как от этого зависит урожай будущего года. Кубаныч говорит, что правильная и своевременная обрезка яблони предотвращает дерево от всяких болезней. Есть 4 вида обрезки – весенняя, летняя и осенняя. Только после того, как опадут 80% листьев, можно начинать осеннюю обрезку. Ну а весной обрезку можно делать только тогда, когда температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла. Яблоня хорошо отдыхает после осенней обрезки, так как после этого она уходит в спячку. Алма жақсы ес алады негізінен. Аз ем ұйқыға кетеді табылар. По словам опытного садовника, за яблоней нужен очень хороший уход. Если за саженцем хорошо ухаживать, можно получить хороший урожай с дерева. Кубаныч за это время съездил в Европу на обучение. Теперь он владеет отличной техникой обрезки деревьев. На данный момент он может легко определить, чего не хватает яблони. Бұның мақсаты не де, егер алма пұта қараса ору да азыр. Алманың оруларда түрлері көбейіп кетті. В чем основная цель обрезки деревьев? Сейчас очень много различных болезней. На эти молодые ветки болезнь может напасть прежде всего, после чего быстро распространится на основные ветки. Эта обрезка предотвращает различные болезни и считается профилактической работой. Кроме Кубаныча Капарова, молодые сельчане также освоили правильный уход за садом. Суимбай Капаров также улучшил свой яблоневый сад. Он считает, что если вовремя делать обрезку, опрыскивать нужными лекарствами, то можно улучшить урожай. По сравнению с прошлым урожаями, сейчас со своего яблоневого сада он получает урожай в 2 раза больше. Можно сказать, что последние 5-6 лет мы улучшили качество яблок путем хорошего и правильного ухода за деревьями. Яблони уже выросли, уменьшились всякие болезни, меньше стало вредных насекомых и червяков. Это все результат хорошего ухода. У меня есть 60 штук яблони. Раньше я получал 2 тонны урожая. После правильного ухода урожай увеличится до 5-6 тонн. В прошлом году мы продали яблоки за хорошую цену. Оптовые покупатели местных яблок еще не приезжали в Ноукат. В этом году яблоки пока не экспортировали и в соседние страны. Причина этого – сильный град, который выпал весной и испортил качество яблок. Поэтому наукатцы хранят свои яблоки во дворе и в саду. До зимы яблоки хранятся там, и только в заморозке яблоки переносят в теплый склад. Суимбай часто открывает склад и проверяет яблоки, так как яблоки очень быстро теряют свое качество.
Быйыл көрдүңөр, уктуңар, өндүр жаап биздин алмалар кичине мынантип долу болуп калды. Болбосо бул алмалар ошо бити бөлөк болуп калчу эле да бул малда. Весной и летом сельчане обучаются обрезке деревьев, их лечении, о том, как спасти дерево от вредителей. Кубаныч Капаров обучился всему это в Европе, и в данное время он делится своими знаниями и обучает своих односельчан. 2 жыл катар менен ошол жаңы Америкадан келген урос так ошол жаңы коргоо боюнча, зыянкечтерден коргоо боюнча. 2 года подряд специалист из Америки обучал меня защите деревьев от вредителей. Весной обучал обрезке деревьев. Ну а летом учил, как защитить деревья от разных вредителей. Ну а летом учил, как защитить дерево от разных вредителей. В этом 2018 году решили провести обучение не только в нашем селе, но и в соседних селах Бурко и Кокбель. Өзүдүн Борко айылына апарып, Борко айылында өттүк, Көкбел айылында өттүк. Кубаныч Капаров проводит обучающие семинары и в других регионах Кыргызстана. Кроме этого, он занимается лечением садовых деревьев и обрезкой деревьев. Куда бы он ни пошел, он найдет своих клиентов и плодоносящему выращиванию сада. Старания нашего соотечественника воодушевляют молодых сельчан к садоводству.